Здравствуйте, уважаемые участники и Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в Республике Саха-Якутия. Аплодисменты. Сегодня с утра до 12:30 мы с вами будем работать над защитой проектов 3 направлений. Направление цифровое производство и робототехника. Пожалуйста, помашите нам руками. Угу. Направление новые материалы и металлургия. Так. Направление беспилотный транспорт. Чуть попозже. Ну, придут. Итак, позвольте представить наше жюри. Председателем экспертной комиссии является Григорьев Юрий Михайлович, заведующий кафедрой физико-технического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения Северо-Восточный федеральный университет имени Амосова, главный ученый-секретарь Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Академии наук Республики Саха-Якутия, действительный член Академии, доктор технических наук, профессор. Матвеев Андрей Иннокентьевич, главный научный сотрудник Института горного дела Севера, заведующий лабораторией обогащения полезных ископаемых, действительный член Академии наук Республики, академик Академии горных наук Российской Федерации, доктор технических наук. Черосов Михаил Михайлович, главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения биологических проблем, доктор биологических наук, профессор. Петрова Павлина Николаевна, заведующая лабораторией материаловедения Института проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук. Николаева Наталья Васильевна, заведующий кафедрой теории и методики обучения информатики Института математики и информатики СФУ имени Амосова, кандидат физико-математических наук. Протодьяконова Татьяна Гаврилевна, кандидат физико-математических наук, доцент, почетный работник общего образования Российской Федерации. Винокурова Александра Евгеньевна, заместитель генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Эгопласт». Иванов Гаврил Юрьевич, заместитель начальника управления особо охраняемых природных территорий Дирекции биологических ресурсов Министерства охраны природы Республики. Груненко Дмитрий Александрович, ведущий специалист производственного контроля акционерного общества «Саха-нефтегаз Сбыт». Тасукаев Антон Александрович, начальник отдела геоинформационных технологий ООО «Ингиас». Афанасьев Иван Александрович, инженер-спасатель, оператор беспилотных летательных аппаратов. Платонов Андрей Алексеевич, ведущий инженер отдела применения беспилотных летательных аппаратов. Итак, уважаемые участники, эксперты, начинаем нашу работу. Пожалуйста, посмотрите на критерии, которые у вас есть. Оценивается по 5-бальной системе. Оценивается, ребята, 4 показателя. Целеполагание проектной работы, анализ профессиональной области проектной работы, адекватность выбранных методов работы, степень завершенности разработки. По итогам нашего конкурса, который продолжится еще и после обеда до 4:30 часов, мы выбираем 3 команды победителя, среди которых будет 1 абсолютный победитель и 2 команды призеров. И также будет выделено индивидуальное первенство, тоже 3 участников. Остальные 6 человек будут лучшие в командах. В основном это будут баллы тьютора. Итак, уважаемые друзья, начинаем нашу работу. И внимание к тому, что у нас ведется онлайн-трансляция в YouTube. Образовательный центр «Сириус», организаторы будут на нас ссылаться и смотреть, как мы проводим этот конкурс. Уважаемые участники, вы говорите в микрофон обязательно. Уважаемые члены жюри, тоже когда вы задаете вопросы, тоже включайте микрофон и задаете в микрофон вопросы. Спасибо за внимание. Начинаем работу. Направление цифровое производство и робототехника. Пожалуйста. А регламент какой?
Здравствуйте, меня зовут Андросов Леонид, я ученик 9 класса, КСОШ номер 1. Здравствуйте, меня зовут Банас Дарья, я ученица 11 класса, гимназия поселок Нижний Куранах. Тема нашей работы – это создание мобильной теплицы. Цель работы – создать систему автоматического полива, проветривания, поддержания температуры и влажности мобильной теплицы. Задачи нашей работы вы можете увидеть на экране. Объект. Конструированная система автоматического полива, проветривания, поддержания влажности мобильной теплицы на основе роботехнической платформы Arduino. Предмет. Работа установленных датчиков, моторов, проводимые изменения их параметров. Гипотеза. Если мы проектируем макет мобильной теплицы с автоматическим поливом, проветриванием, проверкой влажности и температуры, то можем реализовать его установку, которую можно использовать в реальных условиях. Методы исследования. Исследования проводились при изменении параметров датчиков в программе компьютера и анализа поведения датчиков, корректировка конструкции модели. Теоретический метод. Изучение литературы по теме материалов сайтов в сети интернет. Практический метод. Проектирование, конструирование и программирование электронного блока управления теплицей. Актуальность. В небольших крестьянских и подсобных личных хозяйствах, несмотря на бурное развитие технологий и техники, все еще применяется немало рутинного ручного труда и требуется постоянное наблюдение за сельскохозяйственными культурами. Все садоводы знакомы с обстоятельством, когда наступает пора выращивать рассаду, а необходимых условий для этого нет. А когда участок земли находится далеко за городом, и каждый день попасть туда не представляет возможности. Единственным выходом для жителей города в таких обстоятельствах является устройство своеобразной оранжереи на подоконниках квартиры. Но и в данном случае без трудностей не обойтись. Не в каждой квартире имеются подоконники соответствующих размеров, а все эти баночки, горшочки, коробки не только не украшают квартиру, но и доставляют массу неудобств, портя внешний вид и способствуя изменению ее внутреннего микроклимата. Решение проблемы. Мини-теплица. Если кто-то думает, что теплица на балконе это нереально, и такая конструкция выстраивается только на присутствительном участке, то данное мнение ошибочное. Преимущество данной конструкции. Компактность, легкость сборки, разборки, небольшая цена, возможность выращивания достаточного количества растений на небольшой площади. Рассмотрим именно наш макет нашей теплицы. Длина его 2 метра, ширина 80 сантиметров, высота 1 метр. Рекомендуется для посадки низкорослых и теплолюбивых культур, например, клубники. Рассмотрим его на примере выращивания клубники. В такой теплице можно за один сезон вырастить 26 кустов клубники. В среднем один куст клубники дает по 14-15 ягод. Вес каждой ягоды в среднем 25 грамм. В общем выходит 9,5 килограмм за один сезон. Продавая таким образом ягоду, можно получить примерно 9 тысяч рублей за одну партию. Выращивание клубники – это достаточно кропотливый и нелегкий труд. В качестве посадного материала подойдут уже выращенные кустики клубники, которые можно купить на специальных рынках или вырастить самостоятельно. Высаживать клубнику нужно в то время, когда нет сильной жары, но уже присутствует обильный солнечный свет. Перед вами эскиз каркаса нашего рассадника. А это 3D-модель нашего каркаса. Перед вами показаны расчеты материала, которые потребуются на создание такой мини-теплицы. Составляющие нашего прототипа. Макет мобильной теплицы, электронная схема слежения за температурой, электронная схема проверки уровня освещенности, автоматический капельный полив, автоматический насос, дисплей с информацией. Arduino – торговая марка аппаратно-программных средств для построения простых систем автоматики и робототехники, ориентированная на непрофессиональных пользователей. Программная часть состоит из бесплатной программной оболочки для написания программ, их компиляции и программирования аппаратуры. Аппаратная часть представляет собой набор монтированных печатных плат, подающихся как официальным производителям, так и сторонними производителями. Полностью открытая архитектура системы позволяет свободно копировать или дополнять линейку продукции Arduino. Arduino может использоваться как для создания автономных объектов автоматики, так и подключаться к программному обеспечению на компьютере через стандартные проводные интерфейсы.
Одно из самых полезных и удобных устройств – устройство для проветривания теплицы. Перед вами показан именно наш вариант. Схема подключения. А это дисплей, на котором будет отображаться вся информация. Схема подключения. Большинство наших овощей – тропические и субтропические растения. Чтобы они чувствовали себя комфортно, им нужно создать условия, в которых они росли у себя на родине. Перед вами датчик света и схема сборки. Температура 35 градусов Цельсия, влажность 70-100%. Главная задача теплицы – создать растениям наиболее благоприятные условия для жизни по температуре и влажности воздуха. А вот и программа нашего Arduino. Вот насос, водяной насос, который мы создали из подручных средств и материалов. Вот функциональная схема нашего проекта. Перед вами экономические расчеты, которые и затраты, и себестоимости. Заключение. Наша гипотеза подтвердилась. Спроектирован макет мобильной теплицы, которая почти полностью автоматизирована и требует помощи хозяина не чаще 2-3 раз в неделю. То есть она может самостоятельно растить овощи, постоянно обеспечивая им оптимальные условия. Оснастив автопроветриванием, автополивом, регулятором температуры, освещенностью, мы упрощаем и увеличиваем эффективность. Следует помнить, что сезонный бизнес, приносящий разный доход в зависимости от времени года. Чтобы сделать его наиболее рентабельным, в теплое время года можно заняться выращиванием грибов или начать клубничный бизнес. Эта продукция пользуется спросом всегда и может стать основой вашего бизнеса. Главное заранее все просчитать, изучить способы выращивания и найти рынки сбыта. Сейчас мы вам покажем, как работает наша модель. На дисплее показана информация о площадке, работает датчик тепла. При определенной температуре он загорается, соответственно, если подключить сюда вентилятор, который сделал теплицу, то датчик загорится, и, соответственно, вентилятор начнет работать. Но так как вентилятора мощность 12 вольт, а Arduino берет всего лишь 5, мы не можем подключить вентилятор. Автопроветривание, который у вас автономно работает или автоматически подключается при подключении нагревания? Автопроветривание работает автономно, то есть если температура повышается, датчик регистрирует и автоматически включает. И вообще как она, ну, в принципе, это как бы только по температуре, да, слежение идет, да? Нет, идет также снижение по освещенности, то есть в зависимости от того, как падает звук, датчик сам включает по заданным ему параметрам работы, он автоматически включается. Еще вопрос такой. Сложности проектирования в этой системе были какие-то? Что-то новое? Концепции для добавили, кроме той стандартной системы для проектирования? Ну, я хочу сказать, что до этого я вообще с Arduino не работала, то есть я узнала об этом только на фильме, и для меня это было новинкой, так что все темы для меня были достаточно сложными, но я переборола это. Так, у меня вопрос. Вот тоже по проветриванию. Вот автоматика, все понятно. Вот
Ну надо же воздух из теплицы выпускать, ну, его надо открывать, следовательно, для проветривания. Как это у вас предусматривается? У вас только есть вентилятор и все. Вот по докладу прозвучало только вентилятор. Ну, здесь мы не продумали автоматическое открытие, но на теплице открывается именно верхняя панель, и поэтому, когда человек может сам подойти и открыть просто теплицу, для этого мы не рассчитали автомат. Ясно. И еще один вопрос. А какие-нибудь аналоги вот, есть такой системы? Аналогов как таковых нет. В интернете есть такие теплицы, но они созданы именно таким тоже человеком. Свободно. То есть аналогов как таковых я не... Есть, конечно. Вы знаете, что у нас в Якутске есть японская теплица? Может, слышали, нет? Вот там в селе Сырыта, которая работает круглый год, там наверняка куча разной такой автоматики. Вы не ознакомливались, да, с этим? Как-то так. Ну, надо вам ознакомиться, вообще говоря. Хотя она большая, промышленная, но тем не менее. Мы хотим вам еще показать. У меня вопрос. Вопрос такой. У вас, я не прослышала информацию о датчике влажности почвы, хотя такие для Arduino уже в свободной продаже и достаточно дешевые есть. Как у вас этот капельный полив осуществляется? Режим капельного полива? Он у нас осуществляется с помощью водяного насоса. Но проблема в том, что он включается не автоматически, а человек сам должен подойти, нажать на кнопку, чтобы он заработал. Маленькая, которая может поместиться на балконе просто. Это вопрос как... Да, сама. Рассматривали это все на примере клубники, как это было показано. У вас было очень спорно. Программирование или датчики. И простые параметры, то есть чтобы не нужно писать полностью всю программу, чтобы оно давало меньше и больше света или... Напишешь в программе, то оно... Листинг программы можете продемонстрировать? Он есть. Инженерные книги, да, спасибо.
Так, еще второй тогда у меня вопрос. Расположение этих датчиков, как оптимально их располагать, сколько их надо и так далее. Вы это продумывали? Ну, то есть, вы пытаетесь все датчики и расположить их максимально комфортно, чтобы человеку было удобно их использовать. И поэтому вот этой вот конструкции, мне кажется, только при большей мощности, естественно, хватит для того, чтобы полностью контролировать. Так, следующий у нас кто? Следующий проект направление цифровое производство, робототехника. От 0 до 5, 4 можно поставить? Да, наверное. 5, 3, критерий 5, 3, 1. Между ними валана, там можно дифференцировать. Дискретизация до какой точности непонятно. Добрый день, уважаемые эксперты и участники. Меня зовут Петров Альберт. Меня зовут Алексей Иван, я ученик Покровской СОШ номер 3. Я Сутаков Герман, я ученик Амудийской СОШ номер 1. Мы представляем наш проект «Умная теплица». Актуальность. Мы живем в Якутии, в зоне сезонного рискованного земледелия. Для выращивания овощных культур у нас часто используют теплицы, где тратится много времени и сил для поддержания оптимальных условий выращивания. Появилась идея автоматизировать этот процесс на модели. Маленькая теплица с последующим масштабированием на большую. Цель – сделать функциональную надежную теплицу с автополивом, автоматическим открыванием форточки и обогревательной системой, удобную и легкое использование как в городских условиях, так и в автономных условиях. Задачи. Продумать схему для сборки умной теплицы. Подобрать комплектующие для реализации проекта. Написать алгоритм и код программы автоматизации процессов при помощи программного обеспечения Arduino. Провести экономические расчеты для большой теплицы на дачном участке. Создать механизм открытия форточки при большой температуре. Сделать вывод. Вот на слайде вы можете видеть схему нашей умной теплицы, то есть в длину на 5 метров, в ширину 3 метра, высоту, высоту не указали, около 4 метров. Грядки, блок управления, дверь и автоматическая форточка. Метод для создания проекта вы видите на экране. Подготовка макета. Мы делали макет из подручных материалов, трубочек и ламинированного листа. Сделали так. Вывод. В заключение мы хотим сказать, что в пределах нескольких тысяч рублей можно собрать относительно функциональную и простую сборку теплиц. С нашей теплицы больше не придется тратить много сил на полив,
включение света по ночам и отключение утром. Спасибо за внимание. Мы хотим продемонстрировать наш функционал теплицы. Это автоматическое включение фитолампы. То есть, когда наступает ночь, вот мы закрываем, и у нас загорается лампа. То есть здесь, по идее, должна стоять фитолампа, которая будет ночью гореть, ну и поддерживать рост растений, которые посажены в теплице. Да. Следующий процесс – это автоматическое открытие форточки при большой температуре. То есть мы зажимаем терморезистор, нагреваем его. Так, вот тут сервопривод стоит. Подышите. Горячая водичка может есть. Вот. О, пошла. Ага. Все еще теплая температура. Опускаем. Вот. Так, следующий опыт. Автополив, то есть тут стоит насос, где-то вот у нас насос. Он поливает грядки капельным поливом, там трубы толщиной 22 мм, проделаны дырочки. Вот. Если почва... Вы можете слышать, как работает мотор? Да, То есть, микрофон туда Ну, если почва сухая, она там... Он поливает, работает, гонит воду. Если, И вот перестал работать. если почва влажная, не поливает воду. Датчик, вот они вот, два датчика, два, как сказать, электрода, самодельные, из медных проводов. Они выставлены на определенный уровень, владелец может сам выставить. У нас на данный момент выставлен на 900 нет, на 1000. Там максимум сколько-то 1023. Да, там аппарат вы вставляете, подключается к компьютеру вот через шнур, и там в самой программе восстанавливается. Там есть определенная строка с комментарием. Да. Просто меняйте. Да. Arduino умные. И нет, может они выбрали сами? Нет, мы сами стали использовать Arduino. Ну, нам дали несколько наборов. Это программирование. Да. Не, ну параметры это можно же, наверное, внести. Да. В принципе. Да. Сейчас Режим включения этого датчика. Какого именно? Он вот Датчик стоит, здесь стоит освещенности. фоторезистор, когда вот наступает ночь. тень, и вот загорается. Да. Уровень освещенности. Условия определенные, ну, определенные цифры. Вот, ну, реально, вот, если будем цифры, она выставит, что она, когда пустой закрыл, включилась. То есть, грубо она раньше была. Она меняет. Ну, в принципе, планировали сделать, ну, как, жидкокристаллический дисплей. Ну, у нас времени уже не хватило. Поэтому только через уровень программу. освещенности он реагирует. Работает Нет. включение, Нет, он, ну да, темнота и свет. Ну, только на программном уровне, если. Вот так. Ну этот уровень вы же сами выставляли? Да. Ну, значит, они параметрически не могут задавать хоть какой?
стоп. 5800. Это все компоненты, а вот у нас сама теплица продается как, ну, как набор, как набор, да. Ну, вот эти вот, ну, внесли для общего понимания 5 внутри. А так у нас как сама как набор, тут должен стоять блок управления, сюда все устанавливается, монтируется и это уже управляется. Почему у вас такая высокая? 4 месяца? Да. Ну, это вместе с крышей. Максимум 2 метра. В прохладное время топить там расход будет. Не очень эффективно же будет. У нас Ну разве что, да. да нет. Ну это просто пример. Может быть 2-3 метра. Инженерная книга есть у вас? Да. Они в ход работы описывают обычно проектную деятельность именно. Да. Там расписан весь код программы. А какую гипотезу ставили? Гипотеза того, что ну, человек теплица полностью автоматизирована. Человеку приходится тратить время на полив, на включение света, открытие форточек. То есть полная автоматизация. Программа выставлена, можно удаленно управлять вашей системой. В принципе, радиомодули Да, можно там. планировалось, если вот мы хотели, если теплица, например, в голом поле стоит, то ставим бесперебойный источник питания и от него выводим как солнечная батарея запитывает, накапливает заряд и ночью уже работает. Если заряд резко окончился, то владельцу на телефон приходит уведомление, что заряд закончился. Ну, у нас ресурсы не было таких. Но это как дальнейшее продолжение работы может рассматриваться тогда же, да? Ну, у нас настоящий Передача данных через Bluetooth и так далее. Следующий проект у нас кто? Навигация для сельхозтехники, да? Это кто? Навигация для сельхозтехники. Следующий проект где? Здравствуйте, меня зовут Харченко Глеб, меня Набиуллин Иван. И мы хотим представить вам наш проект «Навигация сельхозтехники». В наше время с каждым годом увеличивается
площадь полей. И также возрастает потребность своевременной пахоты. Именно поэтому мы выбрали данную тематику. Нашей целью было реализовать бесплодного трактора, который способен в автоматическом режиме вспахивать поля без прямого участия человека. Были поставлены следующие задачи. Первое — проанализировать возможности использования роботов в сельскохозяйственных нуждах. Второе — определить уровень необходимости использования роботов для вспахивания поля. Третье — создать и запрограммировать роботов, способных в автоматическом режиме вспахивать поле без прямого участия человека. Четвертое — рассчитать экономическую эффективность данной модели и особенности использования роботов в данном направлении. На данном слайде вы можете видеть анализ структуры работы беспилотной сельхозтехники, из которой мы реализовали два беспилотных трактора. На данном слайде вы можете видеть ход работы. Первая фотография — это разработка программной части. Фотография справа сверху — это конечная версия четырехколесной модели трактора. И ниже — конечная версия двухколесной модели. На данном слайде вы можете видеть программную часть. На первом скриншоте вы можете видеть часть программы параллельного движения с поворотом на 180 градусов с использованием гироскопического датчика. На втором скриншоте вы можете видеть часть программы для выполнения движения по траектории квадратная спираль в обоих направлениях. И на третьем скриншоте изображен отрывок программы с параллельным движением с поворотом на 180 градусов с использованием математических расчетов. Существует несколько видов беспилотных тракторов. Это готовое решение и модернизация обычного трактора. Готовое решение — это создание с нуля уже роботизированных беспилотных тракторов, но это очень дорогостоящее, и очень мало компаний могут это осуществить. Самые популярные компании, занимающиеся производством готовых решений, это Case AES и Cognitive Technologies. И модернизация уже существующих тракторов. Также наш робот доказал свою экономическую эффективность. На данном видео вы можете видеть нашего робота по программе с параллельным движением и поворотом на 180 градусов с использованием математических расчетов. Но, как вы можете видеть, данный способ эффективен только на идеальной поверхности. Так мы тестировали на поверхности с низким трением и стыками между плитами. Наши колеса проскальзывали, и из-за этого математические расчеты не поступают к гироскопическому датчику. А на этом видео вы можете видеть работу нашего робота с гироскопическим датчиком. В этой программе наш робот не зависит от поверхности, потому что он будет выполнять поворот до того момента, пока не повернется на определенное количество градусов, что и требуется для трактора. Таким образом, можно сделать следующие выводы. Первое. Проанализирование возможности использования роботов в сельскохозяйственных нуждах и обработке пашни. Второе. Выявлено, что использование роботов несет новые конструктивные решения для осуществления сельскохозяйственных работ. Третье. Были созданы и запрограммированы роботы, способные в автоматическом режиме вспахивать поля без прямого участия человека. Четвертое. Произведены расчеты, и данная модель показала свою экономическую эффективность. И пятое. Рассмотрены особенности использования роботов, и выявлено то, что наш робот оказался оперативным, то есть может работать в любое время суток, и то, что он оказался экономичным, то есть он более рационально расходует топливо и ресурсы. Спасибо за внимание. Мы готовы выслушать ваш вопрос. Мы можем показать работу. Что тракторист не только смотрит вперед, но и озирается назад.
смотрит, как там качество. В перспективе вы планируете что-то подобное продумать? У нас будет комплекс датчиков, который включает в себя камеру, которая одна из этих направлена И будут определенные корректировки, да? Если что-то там не очень, то он впереди должен корректировать. Влево-вправо, да? Чуть-чуть принимает. Можно тогда еще вопрос задать? А с какой целью вы использовали датчики света? Для чего они у вас там? То есть он ищет границы поля, что ли, с помощью датчика света, я так поняла? А появление неожиданных препятствий в виде животных или еще чего-нибудь, как это вы учитываете? Ну, другие сенсоры вы могли на обнаружение препятствий использовать, допустим, тот же ультрасоник и так далее.
У вас в программе я вообще не обнаружила никаких ссылок на датчики, показатели датчика света. Там есть гироскоп, есть расчеты, ну, есть просто управление моторами по заданными параметрами. Больше ничего не вижу. То есть вы не полностью привели эту программу, да? Следующее направление – новые материалы и методы. Здравствуйте, уважаемые участники конкурса, члены жюри, партнеры. Вашему вниманию предлагается проект разработки системы доставки топлива в отдаленные районы Российской Федерации. Научной задачей нашего проекта являлось разработать систему доставки топлива в отдаленные районы Российской Федерации. Северные районы Российской Федерации, сетью автозаправочных станций, в том числе сельские поселения, полевые подразделения геологических, горнодобывающих, строительных и иных организаций нуждаются в своевременном обеспечении моторными топливами. Немаловажна эта проблема и в случае необходимости экстренной доставки топлива при чрезвычайных ситуациях. Строительство дополнительных автозаправочных станций является нерентабельным, так как население этих районов мало. Поэтому разработка системы доставки топлива в пластиковых канистрах с использованием принципа обменной тары является актуальной задачей, требующей всестороннего изучения. Проблему попытались решить за счет монтажа небольших контейнеров АЗС-КЗС, которые стали выпускать ООО «Тайское судоремонтный судостроительный завод», является дочерним предприятием ООО «Ленское объединение речное пароходство», но даже такие заправки оказались убыточными в селах, где проживает по несколько сотен человек. В контейнеры вмещается 30 кубометров ГСМ 3 видов. Этого количества хватает примерно на 1 месяц, а период полного бездорожья на Якутском севере может достигать 4 месяцев. Поэтому люди завозили и завозят топливо впрок бочками. Миллион этих бочек ржавеет в тундре с советских времен, и никто не знает, что с ними делать. Показано. Промышленным партнером нашего проекта являлась компания АО «Саханефтегазбыт», которая совместно с Институтом проблем нефти и газа СОРАН обеспечила нас всеми необходимым сырьем. В задачу команды входило разработать состав материала для изготовления канистр, предложить сырьевую базу отечественных производителей для обеспечения импортозамещения,
сконструировать модель канистры с учетом технологических особенностей производственного оборудования и условий перевозки. Должностные обязанности в нашей группе были распределены следующим образом. За подбор материалов канистры отвечали Хампадоева Сандара. Конструкторами канистры были Скрябин Николай и Свинобоев Максим. За испытания отвечали Бурцев Александр и Ларионов Матвей. За логистику поставок отвечал Баршуев Абдулла. Экономической частью проекта занималась целая группа, в которую входили Скрябин Николай, Свинобоев Максим, Бурцев Александр и Ларионов Матвей. Мы должны были еще основные принципы. Материал должен опасно, что в нашем В ходе выполнения проекта мы проанализировали отечественный рынок полиэтиленов и электропроводящих добавок. В области производства полиэтилена были выделены две крупные фирмы, производящих полиэтилен экструзионно-выдувного назначения. Это Казань Оргсинтез и Нижнекамск Нефтехим. Однако подходящие марки были найдены только у фирмы Казань Оргсинтез. Марки показаны на слайде. Далее мы проанализировали их свойства и выбрали марку PE2NT7617. Выбор основывался на значениях показателей текучести расплава. Для этой марки он имеет наиболее высокое значение, что определяет возможность лучшей перерабатываемости на оборудовании. На слайде представлены основные характеристики данной марки полиэтилена. Далее был произведен выбор электропроводящей марки технического углерода. Мы нашли компанию Омск Carbon Group, производящую несколько электропроводящих марок технического углерода, краткое описание которых представлено на слайде. Для материала мы выбрали марку C. Будет удобно. Свойства CH85. Поскольку из разрабатываемого материала будут канистры методом экструзионного формирования, то образцы для испытаний получали экструзии на пластикортере фирмы Brabender, Германия. Для этого мы сначала смешивали ингредиенты при температуре 160-180 градусов Цельсия и продолжительности смешания минут. Затем полученную смесь в горячем состоянии механически измельчали и экструдировали образцы лент для испытаний. Для определения пригодности разрабатываемого материала для производства канистр были исследованы физико-механические характеристики. Исследования проводились в СС-2. На слайде. Канистры предназначены для перевозки топлива на значительное расстояние в контексте и перевозки эксплуатации водителями транспортных средств. Автомобиль можно помещать так вертикально и так горизонтально. Конструированы произведены с использованием программы AutoCAD. В зависимости от объема перевозимого топлива выполнены
расчеты их габаритных размеров для перевозки 15, 20 и 40 литров светлых нефтепродуктов. Далее были произведены расчеты расходования материалов и их стоимости для производства одной канистры разного объема. Расчет производился на основании требований технических условий. Сначала мы рассчитали площадь всех стенок канистры, исходя из упрощения, что канистра имеет форму прямоугольника. Затем умножили полученную площадь на толщину стенок. Толщина стенок составляла 1,5 мм. Для канистры объемом 40 литров толщина стенок составляла 1,8 мм. Получили объем зрячего материала, умножив который на плотность материала, получаем его массу. Согласно полученным ранее результатам, состав нашего материала будет 30% электропроводящего физического углерода и 70% полиэтилена. Приблизительная цена углерода состав составляет 150 рублей за килограмм, а полиэтилена 100 рублей за килограмм. Посчитав все это, мы получили, что стоимость материалов для производства канистр объем 15 литров составляет 80 рублей, а 20 литров 100 рублей и 40 литров 200 рублей. Однако, следующий что стоимость канистр также будет ценить все сопутствующие расходы, в том числе помещение, вода, отопление и электроэнергия. Также стоимость труда, налоги и... Экскурсия на технологической линии производства тарии Техгазбыт. Производство находится на Якутской нефтебазе поселка Татарь. Там мы знакомимся с основными принципами построения такого производства. Ознакомившись с производством, мы самостоятельно подготовили смету, которые представлены на слайде. Сейчас спустя следующие основные положения. Во-первых, офис. Во-вторых, туалет. Персонала. Четвертое, системное различных видов топлива. Пятое, материал готовых пустых и заполненных канистр. Шестых, помещение для розового топлива. Седьмом, аппарат для розового топлива и дозированного топлива. Девятым, экструзионные выдувные агрегаты МС-2 15 литров, МС-2 20-40 литров. Десятый, штамп машин для производства крышек. 11. Дробилка канистр высших строя типа бракованных канистр. 12. Мойка возвращенных канистр. 13. Спуска. 14. Комната выдувного оборудования. 15. Возврат и распределение канистр. Все перечисленные части всех должны быть другой работы по производству и розового топлива. На данном слайде представлены приблизительные расчеты стоимости всех компонентов цеха. Итоговая стоимость постройки такого цеха с расчетом составляет. В таком виде цех может быть построен на базе любой топливоставляющей компании в любом регионе Российской Федерации, где существуют проблемы с доставкой топлива. Для эффективного снабжения северных территорий Республики Саха-Якутия необходимыми запасами топлива были рассмотрены следуют дорожные карты различных улусов республики и предложены маршруты доставки и размещения складских помещений на их территории. Выбор мест основывался на приближенности к наиболее большим населенным пунктам и приближенности к крупным дорогам. В Абыйском улусе предложено разместить склады вблизи поселков Саягандах и Куперганя. В Алаиховском улусе вблизи поселков Чакуардах и Оленегорск. Далее на слайдах 21 и 26 приведены возможные варианты размещения складских помещений. В Анабарском улусе, Булунском улусе, Верхнеколымском, Верхоянском, Жиганском, Момском, Нижнеколымском и Венобытантайском, Устьянском, Оленёкском, Среднеколымском улусе. Для нашего предприятия мы придумали название эмблем. Компанию мы назвали «Саха мобильное топливо», а эмблема выглядела вот так. На эмблеме все имеет свое значение. Снежинка раскрашена в желтый и синий цвет. Цвета означают, что мы готовы доставлять топливо как летом, так и зимой. Канистра мы будем доставлять топливо именно, причем канистра у нас зеленого цвета, потому что наше производство является безотходным, то есть экологичным. И черная капля означает местность продукта. Это запрещено в круг, так как наше предприятие будет эффективно, после меры здесь сложности
результатом, проведенным в рамках проекта исследования карты Республики Саха-Якутия, разработаны основные маршруты доставки тарированных моторных топлив в северные и арктические районы региона. Проанализированы конструктивные особенности тары для транспортировки жидких топлив и разработан рабочий чертеж канистры. На основании требований изъявляемых материалов разработан состав полиэтиленового композиционного материала для изготовления топливной тары. Освоены и определены базовые характеристики химико-механических свойства, сложность, удельное объемное электрическое сопротивление полимерных материалов. Обоснованная перспективность доставки тарированных моторных топлив в отдаленные неохваченные сетью автозаправочных станций района Российской Федерации. Материала. Сконструировать полуформу для данного типа канистр для оборудования материала. Сконструировать полуформу для данного типа канистр для оборудования экструзионно-грузного комбайна. Получить реальные канистры из разработанного материала. Запустить поставки канистры из разработанного материала в определенный регион Республики Саха-Якутия. На этом наш все внимание и мы готовы. Дальнейший путь их, они там и остаются? Нет, они возвращаются. А что возвращается? Ну вот, допустим, как бы... Оттуда что возвращается? Оттуда почти ничего, просто там принцип обменной тары. Если канистра, например, сломается, да, то ее на эту браковку и как бы, который вот сдал эту бракованную канистру, то есть сломанную, то он должен купить и обменять как бы. В Абые, значит, нужно везти пустые тары в Якутск. Воздух возим? Ну как нет? Ну вот мы, значит, Советский Союз возил в Арктику бочки железные, сейчас это куча проблем. Вы сейчас везете пластиковые тары. У нас вот эти пластиковые бутылки проблема века. Да. Они не разлагаются. И вот вы повезли туда. Они там перерабатываются на складах, которые размещены там. Куда? Ну вот в каждом вкусе вот, размещены склады, куда они должны, вот, те, кто туда отдать. Вот если канистра как бы сломалась, то ее на дробилку и новую канистру. Дробилка, значит, нужно еще производство сделать по дробилке. Вторичная переработка. И что там будет делать? Еще раз канистра? Или что из него делать? А зачем канистру дробить, чтобы делать канистру? Ну, это вопрос, наверное, да, вот нет, по поводу, я понимаю, объем какой-то конечный или будет вечно расти. Потому что основной объем топлива здесь. Это топливо надо максимально на север гнать. Вот как она будет идти обратно? Обратно она пойдет пустая тара, воздух. Пустую тару возить, это легче заново сделать. И вот у нас получается проблема мусора. Я говорю как эколог, заведующий кафедрой. Покажите мне циклы отходов. Вопрос ужасно сложный для ваших мозгов, но подумайте насчет этого. Там Евгения Петухова, бедная, рвется в бой, но с другой стороны, отвечаете вы, хорошо? Вопрос, разве с канистрами существует проблема? Они же продаются, везде, всюду, разных объемов. Мы ездили в Затай, в этот, туда ремонт нет. Но у них есть проблема в том, что они завозят материалы, вот, полиэтилен и технический углерод из этого, например, с Финляндии и из Кореи. Вопрос следующий. Ведь есть продажа канистры.
много разных, пластмассовых, металлических, любых. Они кто не устраивает, пока не передадут, или там никого. Ну, они многофункциональные, используются все случаи жизни. Ну, как бы... Материалы. Мы как раз искали материалы отечественные для того, чтобы Заводского материалы из-за границы домой высадить дорого. И для того, чтобы очень много... Канистры дорогие, да? Вас будет стоить 100 рублей. Ну, не очень дорого, не там, по 2000. Да, и еще вопрос, мы передали там проводимость, для чего? Чтобы вот, когда вот перевозят канистру вот с топливом, да, из-за трения, то, что из-за тряски, образуется статическое электричество, что приводит к возгоранию. Что надо делать тогда? Ну, надо сделать электропроводный, чтобы он не, как бы не накапливал статическое электричество и внезапно не... Да. Но оказалось то, что чтобы получить такой материал, мы взяли 70% полиэтилена чистого и 30% технического углерода. Но он оказался не очень пластичным. Да. Но электропроводность у него была выше, чем у 20% технического и технического полиэтилена и 10%. Вопрос такой, а вы вообще рассматривали, например, допустим, один КАМАЗ, допустим, бензовоза сколько берет топлива, и вообще в этих ваших канистрах тоже такая же машина сколько возьмет в литрах? Пробовали, но нет. Экономически как выгодно получается, например? 30 тонн топлива в этом в бензовозе или в ваших канистрах сколько он возьмет? Такая же машина, например, КАМАЗ. Экономия в чем будет, мне кажется? Мне кажется, бензовозом приходишь, надо куда-то слить, дом продавать, тара должна быть, целая система. А тут пришли и сразу и продали. Магазин сгрузил сразу. И тогда избавляетесь от базы, да, каких-то. Обратно Вот же возить это надо. тоже большая деньга. А вот вопросы оборота, которые я поставил вопрос, вот он сложный. Причем не только вам, но и вот заказчикам. Вы что-то возить, да. воздух возить пустую тару, это сложно. А если вы заполоните всю Арктику канистрами, то не знаю. Ну, там же работает принцип обменной тары, то есть одна канистра там обменивается, если она сломается, то на перелет. Не, ну это понятно. Ну, понятно, обратно. Обратно, вот, допустим, вы на север завезли топливо в канистрах, да? Отсюда уже, но обратно, как вот эти канистры будут в город возвращаться пустыми. С чем они должны возвращаться? А? Ну вот, отвечайте. Они будут привозить пустые канистры. И таким образом у нас обменный тары получается. Понятно, мы пустую. А вопрос такой, что не рассматривали то, что на севере, например, пустые канистры сразу в сырье перерабатывать и потом возить в город. И обратно тоже, обратно из этого сырья делать новые канистры и отправлять. Сказали про дробилку, значит, дробилка ее уничтожает. И потом это сырье, по кругу. А можно, наверное, так прессовывать, а потом она
по приезду ее распрессовывать. Фантазийная мысль, но вдруг с воздухом. Придумайте конструкцию. Можно вопрос такой. А вы задумали вообще, вот как есть же опыт, да, применения емкостей больших, да, пластмассовых, в том числе, как вот ваши канистры, да, для стационарного использования местам. То есть наливник приехал, загрузил, просто он как емкость вместе с цистерной большого объема. Как? Если да, цистерны, ну, больших объемов емкости, да, ну, есть же вот доливного типа, да, и вот просто вот мешок лежит, да, приезжает танк, да, заливает, он заливает, и есть такие вот системы. Какое предприятие было же, которое битки такие цистерны делают? Цистерны делают? Если вообще, да, еще вопрос. Вот в этом помещении есть писали. Вообще вот надежность вот этих гектаров, как она у вас? Как палатку заворачивать. Как проверяется, или как насколько она подкована может быть, да? Здесь якутская Если там какая-нибудь любая дырка в вашем канистре, это проблема большая. Как система у вас в основном? Они делают крепкие цистерны. Коллеги, у нас время идет, проект интересный, да, давайте мы ограничимся. Просто много видите, да, надо их представить. Спасибо. Приглашается следующий проект. Проект мини-завода по переработке шин с применением криогенных технологий на территории Республики Саха-Якутия. Кинжин. Без микрофона? Хорошо. Добрый день, уважаемые эксперты и участники научно-технической конференции «Сириус». Представляем вашему вниманию проект мини-завода Саха Крамп Раббе по переработке шин с применением низких температур на территории Республики Саха-Якутия. Наша команда: руководитель Ушницкая Нарыя, экономист Андреев Семен, менеджер Кузнецова Влада, инженер-конструктор Оконечникова Настя, химик-технолог Максимов Кеша, дизайнеры-проектировщики Терентьева Саяна и Попов Ким. В настоящее время в Республике Саха-Якутия стремительно растет количество автотранспорта, что влечет к накоплению большого объема изношенных шин. Из-за отсутствия центров переработки шины являются одним из источников загрязнения экологии, тем самым создают глобальную экологическую проблему. Одним из способов решения данной проблемы является разработка мини-завода по переработке использованных шин с применением низкотемпературных технологий с учетом естественно-климатических условий республики. Гипотеза. При низкотемпературном способе с применением естественных климатических температур из шин легко отделяются такие сырьевые ресурсы, как резина, металлический корд и текстиль,
чем при механическом способе. Цель – улучшение экологической обстановки республики путем разработки мини-завода по переработке изношенных шин с применением низких температур. Поставленные задачи вы можете посмотреть на слайде. На данном слайде показано строение автомобильной шины. Она в основном состоит из 68% резины, 17% стали и 15% текстиля. Существует несколько способов переработки шин, которые представлены на данном слайде. Нами выбрана низкотемпературная технология с применением естественных климатических температур, которая заключается в предварительном охлаждении шин с естественным ходом на улице при температуре минус 35 градусов. Далее шины помещаются в турбохолодильную машину с температурой минус 150 градусов. И потом эти шины подвергаются удару, при котором из шины легко отделяются металл, резина и текстиль. Такой способ сокращает этап переработки, значительно уменьшает энергозатраты и повышает качество выхода продукта. Для выявления эффективности низкотемпературной технологии мы сначала испытали образцы без и с предварительным охлаждением. Итак, рассмотрим испытания без предварительного охлаждения. Для этого вырезали образцы размером 100 на 60 мм с бортовой части с протектора шины. Так как у нас нет турбохолодильной камеры, для достижения необходимой температуры мы использовали азот. Температура азота равна минус 196 градусам по Цельсию. В азоте выдерживали 1 минуту. Затем подвергли воздействию ударом. И в результате образец отделили на резину, сталь и текстиль. Масса образца борта до измельчения была равна 39,58 граммам, после измельчения 26,52 граммам. Далее образцы подвергли испытанию с предварительным охлаждением. Ну, для этого тоже вырезали образцы и поставили их на 24 часа при температуре минус 41 градусов. Затем с помощью азота охладили до состояния хрупкости. Дальше идет воздействие молотом, воздействие ударом при помощи молота. И мы пришли к выводу, что резина, металл и текстиль отделяются легче, чем образцы, выдержанные без предварительного охлаждения. Масса образца до бортовой части до измельчения составляет 117, а после 80 грамм. Для сравнения методов переработки образцы подвергали механическому измельчению. Для этого мы вырезали части, потом их измельчили до чипсов, а эти чипсы подвергали механическому измельчению с помощью мельницы пульверизатор 15. Вы видите результат, и можно сказать, что сырьевые ресурсы не так хорошо отделились, как при низкотемпературном способе. Далее, чтобы проверить, работает ли магнитный сепаратор, то есть притягивает ли он металл от резины, мы попробовали отделить металл обычным магнитом от остальной части образца. Оказалось, что металл очень легко отделяется. На данном слайде представлена карта пунктов сбора изношенных шин. По требованию закона завод должен быть построен на расстоянии более 300 метров от населения. Поэтому мы предлагаем построить завод на Вилюйском тракте. Вот здесь вот расположение. Первый пункт сбора — это поселок Марха. Второй будет располагаться на окружном шоссе. И третий по Покровскому тракту 12 километр. Вот так будет выглядеть наш мини-завод. На территории будет находиться пункт приема и подготовки образцов. Вот. Так. Площадь которого составляет 25 квадратных метров, в котором установлен шинорез, также сам завод. Сам завод, площадь которого составляет 80 квадратных метров. По требованию, высота потолка завода должна быть выше 3 метров. И территория завода в общем составляет 300 метров в квадрате.
На данном слайде представлена схема технологии переработки изношенных шин до резиновой крошки, которая состоит из следующих этапов. Склад сырья, подготовка шины к переработке, шинорез. Далее 20 образцов погружаем в холодильную камеру в течение 24 часов при температуре минус 150 градусов по Цельсию. Охлажденные образцы подвергаем воздействию удара кузнечного молота. После чего образцы попадают в вибросепаратор, где магнитный корд отделяется с помощью подвесного магнитного сепаратора, а текстиль отделяется с помощью вибрирующей ситы. Потом резина попадает в круглое вибросито. Там происходит деление на 5 фракций. Первая фракция это 10 мм, вторая 8 мм, третья 6, четвертая 4 и пятая 2 мм. Далее мешки зашивают и посылают в склад для дальнейшей продажи. Для переработки изношенных шин используются следующие виды оборудования. Это станок для резки шин, воздушно-турбохолодильная камера, кузнечный молот, вибросито-калибратор, подвесный магнитный сепаратор, вибросито круглая, мешкозашивочная машина и вентиляция. На данном сайте показаны цены на необходимое оборудование. Чтобы купить все необходимое оборудование, нам потребуется почти 1,5 миллиона рублей. А вот здесь показаны энергозатраты в месяц. Всего нам потребуется 37 807 рублей. А вот здесь показана цена на приобретение техники и затраты на топливо. Финансовая часть. Для расчета доходности проекта за основу мы взяли объем переработки покрышек 16 тонн в месяц, из которых можно получить 11 тонн резиновой крошки, 3 тонны металлического корда, а также 2 тонны текстильного корда. Суточное время работы это 8 часов. Производительность работы 75 кг в час. Доходы. Продажа кодовой резиновой крошки 220 тысяч рублей. Продажа металлического корда 199 тысяч рублей. Продажа текстильного корда 12 тысяч рублей. Размер выручки 519 тысяч рублей. Оттуда вычитаем ежемесячные доходы и получаем 290 тысяч рублей чистой прибыли. Срок окупаемости примерно 10 месяцев. В нашем заводе будут работать директор, инженер, водитель и рабочие. Резиновые крошки, полученные в результате переработки изношенных автомобильных покрышек, имеют многочисленные перспективные применения, дальнейшее применение. Скажем, маленькие, то есть от 0,2 до 0,45 мм, используются в качестве добавки резиновой смеси для изготовления новых автомобильных покрышек, массивных шин и других изделий. Крошки могут использоваться в качестве добавки резиновых изделий, ну, например, резиновой обуви. А также порошковая резина с размером частиц от 0,5 до 1 мм применяется в качестве добавки для модификации нефтяного битума, асфальтобетонных смесей, используемых при строительстве автомобильных дорог. А также резиновые крошки применяются и в других областях. Выводы. Исследование разрушения образцов автопокрышек без и с предварительным охлаждением показало, что предварительно охлажденные образцы наиболее чисто отделяются на следующие ресурсы: резина, металлический корд и текстиль, чем без охлаждения. Механический способ требует более длительный процесс переработки шин, а при низкотемпературной технологии длительность сокращается в 2 раза. Исходя из расчетов, низкотемпературный метод является более экономически выгодным, так как уменьшается количество оборудований, которые потребляют меньше энергии. Разработан примерный проект мини-завода с учетом всех необходимых требований. По расчетам, в год в городе Якутске выбрасывается 400 тонн автопокрышек, а наш мини-завод за год перерабатывает 97 тонн, что существенно улучшает экологическую обстановку Республики Саха-Якутия. Все полученные сырьевые ресурсы будут подвергаться вторичной переработке. Далее паспорт проекта. Спасибо за внимание. Ваши вопросы. А можно сначала показать?
полученная крошка по нашим технологиям. Холодится смесь предварительного охлаждения. Далее, крошка полученная химическим способом. Нашим способом и определением на контейнер. Да, трансляция отсюда. Это проект является прежде всего охлаждение и разрушение там, да? Как это технологические исключения? Как, да, технологически, как вы охлаждаете, как одновременно производится разрушение и изготовление? Получается, сначала мы храним использованные резины в полигоне, они охлаждаются на улице, это 24 часа. Да. Потом сразу помещаем их в холодильную камеру. Там они охлаждаются до нужной температуры, минус 150 градусов. И сразу... Мы долго искали такое оборудование, к сожалению, не нашли, максимум минус 100, минус 90, поэтому мы решили найти организацию, предприятие, которое сделает на заказ такое оборудование. Да, решили. Оно находится в Москве, ООО «СКС». Да, знаю, может быть. То есть это как даже, в принципе, понятно, да, там отдувается холодильным агентом, да, охлаждается, все это находится в помещении. После охлаждения должны вытаскивать, да? И загружать в холодильник. А до этого у вас не да? Это все происходит сразу. Я правильно понял, что вот детально все это производство зависит от того, кто будет покупать. Там должны быть дальше думать, какое производство, какое дальнейшее использование материалов. Больше всего будут покупать строительные компании. Если добавлять резиновую крошку в строительный материал, то получится... Можно конкретно, кто сегодня купить, даже хотя цену, которую вы выставили, да, кто готов купить барахло? При строительстве они готовы сегодня, если появится ваш крошек, они с удовольствием купят на цену, которую вы показали. Есть у вас такие заявочки, просьбы, дайте просьбу. Добавляйте, куда его тратить? Добавляйте. А у нас же и так холодно. Асфальт с резиновой крошкой будет лучше, чем асфальт без резиновой крошки. Если у нас холодно, то резина крошится при холоде лучше будет. При добавлении резины все трение увеличится, тем самым схождение будет мало. То есть сокращается количество дыхания. Как он будет терять все этот асфальт с резиновой крошкой? Резина максимально разрушается на 200 градусов. У нас теплее. Если она не замерзнет, так что вообще будет тормозной путь вообще будет сразу. Аварии будет лучше. Если добавить резину, вы спрашиваете, будет резина в асфальт, получается, силотворение увеличивается, тем самым тормозной путь уменьшается. Зимой? Зимой? Они же обладают минус 170. И вот вы делали что-то такие условия, видимо, да? Будут собирать через большины.
Неквалифицированная работа. Не, вот хорошо, вы же еще не досказали мне вопрос. Вот я все хочу понять, да, вот есть такие предприятия, которые вот купят вашу продукцию, ну, например, организация производства, сапоги делают, или еще что-то там, да, крыши делают. Это надо думать вам или... Вы спрашиваете на территории нашей республики? Да, на территории нашей. Мы думаем, что, скорее всего, будут, потому что у них нет большого выбора. Покупать там из центральных городов будет стоить. Да. Ну, следующий шаг это, наверное, да? Нет. Если появится, то... Главное создать производство, а там дробление это как подсобное для себя сырье производства. Это жидкий азот у нас в ресторане, потому что это Я имею в виду, что 50 более эффективнее получается. И более чистый продукт какой-то. Минус 90 градусов по Цельсию. Просто попланируем взять такой камень. Исследовать. Тогда надо камень заказывать на минус 190. При минус 196, то есть при азоте глюковой, за 1 минуту в холодильник мы будем держать дольше. 3 часа тратится будет. Лучше заказывают холодильник установку на 150. Деньги Ну, если подумать, то да. Температура жидкого азота 196, но я же бью молотком, мои да, там вообще. С лучшим молотком вообще. Молотком бить это не технологично. Да. Поэтому вам надо еще подумать, как одновременно совместить замораживание, одновременно работать. В одном агрегате. Приглашается направление беспилотный транспорт, разработка беспилотников для условий севера. Буквально.
Товарищи, можно побыстрее, пожалуйста? Здравствуйте! Мы показываем вам наш проект «Разработка беспилотников для условий Севера». Актуальность. Республика Саха-Якутия занимает значительную по размерам территорию, большая часть которой является труднодоступной. Использование беспилотных аппаратов в низких температурах затруднительно по причине ограничений времени использования батарей и проблем с работой механизмов. Для имеющейся в наличии модели дрона создать дополнительные устройства, которые позволяют работать модели при низких температурах, не разрешенных для этой модели. Задача – проанализировать имеющий опыт использования дронов этой модели в условиях холодных регионов, разработать систему устройств, сформулировать требования к характеристикам полета дрона и собрать прототип и дополнительные устройства к дронам. Исследуемый объект Phantom 4 Pro. Исходя из специфики использования и, собственно, наших природных особенностей, мы проанализировали следующие факторы и риски, которые могут, собственно, повлиять на работу нашего летательного аппарата. Внешние факторы — это, собственно, температура, влага, вода и ветер. Вы можете видеть на презентации, как она, собственно, влияет. Исходя из наших полетных факторов, мы подумали и решили, что, как сказать, риски полетов мы обледенение, хрупкость материалов, быстрая разрядка и перегрев, но перегрев в минусовую температуру, он как бы не будет перегреваться. Теплофизика. То есть основная проблема, почему квадрокоптеры и вообще электронные устройства плохо работают на холоде, это то, что исходя из строения вот этих аккумуляторов литий-ионных, они просто промерзают. Вы можете видеть на экране график разряда в зависимости от температуры для модели емкостью примерно 1500 мАч. В модели DJI Phantom 4 Pro, которую мы выбрали, используется литий-полимерный аккумулятор с 4 блоками емкостью 5800 мАч. Вы можете видеть, собственно, как это, то есть данные производителей, как они выдерживают температуру. И из этого графика можно сделать вывод, что электролит замерзает, емкость аккумулятора снижается. То есть электролит это, исходя из, опять же, как он состоит аккумулятор. И понижается скорость химических процессов, снижается выходное напряжение. Это показывает вот данный график. Мы рассматривали очень много материалов и пришли к выводу, что пенофол, монтажная пена, герметик Abra 12AB и пластик 71 более подходят нам, так как и цена, и все хорошо. Также мы использовали для рассмотрения карбон. Этот материал пользуется огромной популярностью в самолетном производстве. Вот пластик 71 для термозащиты и герметик Abra 12AB для влагозащиты. А также мы рассматривали виды альтернативного топлива, такие как сапропель, торф, уголь, этанол, бензин. И пришли к выводу, что дополнительные материалы для хранения и эксплуатации альтернативного топлива приведет к повышению тяжести с нынешними характеристиками дрона. Для автоматизации эксперимента мы выбрали аппаратную платформу Arduino. Также были выбраны датчики DS18B20, поскольку они способны выдерживать низкие температуры порядка минус 50 градусов Цельсия. И в качестве приемника данных мы выбрали microSD-карту, куда мы записывали СВС таблицы эксперимента. В результате всего этого мы написали программу
для автоматизации эксперимента. А также мы собрали вот следующий прибор, приведен на этом слайде. Так, эксперименты, которые мы провели, это были эксперименты, когда мы помещали датчики в картонные коробки с разными утеплителями. Потом мы сравнивали емкость аккумулятора и его температуру, а потом испытывали полет квадрокоптера. Вот мы можем увидеть эксперименты вот в этом слайде. Вот эксперимент номер 1. Вот здесь мы просто поместили прибор в картонную коробку. И можно увидеть на графике то, что коробка все-таки замедляет процесс охлаждения. Условия проведения можно увидеть на этом слайде. Далее мы решили использовать пенофол. На графике можно увидеть: 1 это датчик, который был выброшен просто на улицу, 2 это датчик, который находился поближе к крышке, и 3 это датчик, который находился внутри коробки. Можно увидеть то, что пенофол более лучше теплоизолирует, чем обычная коробка. Так, а затем мы решили провести то же самое с монтажной пеной. 1 это датчик, находящийся на улице. 2 и 3 это датчики, находящиеся внутри коробки. В результате мы сделали вывод, что лучше всего удерживает тепло монтажная пена. На втором месте находится пенофол, а простой картон показал худшие результаты с охлаждением до минус 20 градусов. Однако массогабаритные характеристики и сложное использование монтажной пены не позволяет ее эффективно разместить на квадрокоптере. И точность измерений наших составила плюс-минус полградуса Цельсия. Второй эксперимент заключался в том, чтобы разместить батарею в укрытии из пенопласта. То есть пенопласт это дешевый, простой в применении материал. То есть в чем идея? Чтобы предотвратить изначально его охлаждение, и чтобы вставлять его в квадрокоптер уже, чтобы он не был холодным. И эксперимент проходил в 3 этапа. Первый этап заключался в измерении температуры воздуха внутри коробки, чтобы установочный эксперимент, чтобы узнать условия внутри коробки в холод. Вот, и мы получили результаты, то, что оно охладилось примерно до 0-минус 10 градусов. И второй этап, это мы испытали батарею на открытом воздухе в минус 38 градусов примерно, и она показала некоторое снижение показателей напряжения, и самое главное, ключевой показатель, это снижение температуры именно батареи с 23 градусов до 5 градусов. Третий, конечно же, этап заключался в испытании батареи, собственно, в укрытии из пенопласта, тоже минус 38 градусов. И пенопласт в итоге показал хорошие результаты. Он охладился всего лишь на 3 градуса, с 20 до 17 градусов. Условия проведения вы можете видеть на слайде. Толщина пенопласта была 3 сантиметра. И итог, вы можете на картинках видеть, как мы помещали датчик Arduino и как собирали, собственно, вот этот вот кейс небольшой из пенопласта. И анализ заключается в... Воздух внутри коробки выхолаживается медленно. За 15 минут батарея охладилась до 5 градусов, что повлияло на выходное напряжение. Пенопласт же значительно снизил охлаждение аккумуляторного блока. И как вывод можно сделать то, что пенопласт, как термоизолирующий материал, доказал свою эффективность, снизив охлаждение батареи примерно на 83 с 1,3 градуса. Можно сделать вывод, что создание дешевого кейса из пенопласта, чтобы его использовать для переноски, чтобы предотвращать его охлаждение, с простейшей изоляцией из монтажной пены, это вот хочу отметить еще, целесообразно. Еще мы провели 2 эксперимента. Первое испытание заключалось в том, что мы без всякого утепления летали в температуру минус 40. И он у нас пролетал 23 минуты в среднем. Батарея разрядилась
Батарея остыла с 20 градусов до 10 за эти 23 минуты. Потом мы утеплили двигатели дрона и пролетело у нас на 2 минуты больше, в среднем 25 минут он у нас летал. И батарея охладилась с 22 до 11 градусов. Анализ практически максимальное время полета квадрокоптера 25 минут на 16% меньше времени, указанного производителем DJI модели. 30 минут. Вторая часть третьего эксперимента заключалась в том, что мы запустили квадрокоптер, чтобы он работал на холостых оборотах, то есть не летал в условиях комнатной температуры и, собственно, на морозе, на открытом воздухе. Условия проведения вы можете видеть, температура была минус 40 градусов на открытом воздухе и комнатная температура была 25 градусов. Время 20-30 минут. Заряд полный и уже применено утепление корпуса и радиатора. Ход эксперимента. Первое испытание — работа на улице в минус 40 градусов. Показания вольтметра изменились с 16,8 вольт до 15,8 вольт. И температура батареи квадрокоптера изменилась с 24 до 20 градусов по Цельсию. Второе испытание заключалось в том, что мы уже в помещении запускали квадрокоптер на холостых оборотах. Вы можете видеть репрезентацию результатов второго этапа на графике первом. В температуре плюс 25 градусов по Цельсию. Показания вольтметра не изменились и остались на уровне 16,7 вольта. Батарея же нагрелась, то есть с 20 градусов по Цельсию до 42. То есть она уже была близка к перегреву, собственно, конструкции квадрокоптера. И можно сделать вывод, что утепление привело к перегреву батареи в комнатной температуре и к более медленному охлаждению устройства на морозе. Вот, вы можете видеть, как он в холодную, на открытом воздухе в минус 40 градусов показания, то есть снизилось с 24 до 20, как вольтаж он уже начал снижаться из-за, как уже объяснялось, из-за замедления химических реакций. В итоге нашей работы мы пришли к следующим выводам. Мы использовали общий доступ к облачному хранению данных, и это сильно повлияло на эффективность работы и удобство передачи данных, информации и идей. И изучив и проанализировав литературу, мы поняли, что DJI Phantom 4 Pro не использовался в условиях холодных регионов. По итогам экспериментов выявлены хорошие теплоизолирующие свойства пенофола, монтажной пены и пенопласта. Платформа Arduino позволяет автоматизировать эксперимент, что увеличивает точность измерений, уменьшает погрешность. Из-за массогабаритных характеристик монтажной пены, несмотря на лучшую теплоизоляцию, мы выбрали пенофол. Если держать аккумулятор на холоде до использования, например, нести на улице до пункта вылета квадрокоптера, его следует положить в кейс, в нашем случае из пенопласта. Наше утепление привело к перегреву батареи в комнатной температуре и к медленному охлаждению на морозе. При минус 40 градусов по Цельсию квадрокоптер DJI Phantom 4 Pro разряжается в среднем на 16% быстрее времени, заявленного производителем в пределах плюсовых градусов. Дальнейшие перспективы. Увеличить количество экспериментов для наименьшей погрешности. Исследовать и испытать больший спектр материалов. Провести модификацию квадрокоптера. Изучить беспилотники, предназначенные для работы на севере. Спасибо за внимание. Сразу напрашивается вопрос, а вообще вы не рассматривали систему отопления, да, микроотопления, да, для того, чтобы заниматься там, насколько выдержать. Действительно, мы обсуждали возможности, но, во-первых, тут уже чисто технические ограничения, нам не разрешили раскрывать этот квадрокоптер, он, понимаете, он очень дорогой. Это, во-первых. И, во-вторых, все-таки, если в теории так разобраться, то переработка электрической энергии в тепло — это очень много, а вот и если мы установим даже в теории такую вот систему утепления, то резко снизится
резко снизится его летные характеристики, то есть он будет летать либо хуже летать просто, если установить дополнительные батареи, либо же если использовать внутреннюю батарею, то он будет иметь... Интеллектуальная система отопления, когда холодно становится, она подключает, в принципе, может. В принципе, ага, да. Есть легкий материал. Да, мы рассматриваем, но опять же тут упирается в технические чисто вот ограничения. Нам не разрешили открывать. Можно вопрос? Суть проекта вообще в чем заключается? Я вот увидел у вас хранение до полетов или вообще как вообще вы представляете, что как разработка беспилотника для условий севера? Вот беспилотник у вас есть. Вы готовый вариант, вы что с ним делать, чтобы он летал, например, минус 50 градусов? Для этого вообще что было сделано? Ну, то есть смысл... Я вижу вот коробку для хранения. Там у них разные коробки, говорю, продаются. Действительно, мы просто это в презентации не отобразили, но зачем мы вот эти вот коробки делали? Это мы изучали прежде всего материалы, которые можно нанести уже на сам квадрокоптер. И, собственно, чтобы они удерживали тепло. Вот это в чем заключался первый эксперимент. Так, Еще вопрос. А другой тип аккумулятора вообще рассматривали? Нет, не раз. Литий полимерные. Есть же литий-ионные батареи, никель, металл гибридные. Они, например, холод больше выдерживают, чем литий полимерные. Опять же, еще раз повторюсь, тут технические проблемы, это во-первых, и в теории, опять же, тут уже идет выбранный нами квадрокоптер, это довольно-таки сложная система, и использованием других уже аккумуляторов это будет приведет к возможным несовместимостям системы уже. И да и вообще литий-ионный аккумулятор, литий-ионный, то есть литий-полимерный аккумулятор, как разновидность литий-ионного аккумулятора, это более эффективная система, потому что там, ну, вы знаете, наверное, что электролит в литий-полимерном, он на полимерной основе, он замерзает намного, ну не намного, а все-таки медленнее, чем обычный литий-ионный, например. Ну, вот представлено вами, вот аппарат представлен, он уже утеплен же пенофолом. Чем вы его прикрепили? Скотчем или чем? Мы его утеплили матерчатой тканью, так как дальнейшее улучшение нам просто это не разрешили, нам скрывать ничего. Это утепление, насколько, вот допустим, производитель говорит, что до минус 20 можно эксплуатировать. На какой температуре можно теперь вот с этим матерчатым его эксплуатировать? Хочу отметить то, что на сайте производителя указано диапазон температуры с 0 до плюс 50 градусов, до плюс 50, не до минус 20. Это во-первых. Во-вторых, как оно повлияло, сейчас вот график. Вот. То есть у него, в чем смысл, у него есть радиатор и система охлаждения. Мы вот закрыли эти системы охлаждения вот этой вот матерчатой тканью. И вот эта вот циркуляция воздуха, там он начал не циркулировать не с внешним воздухом, а с внутренним воздухом. И поэтому он начал нагреваться. То есть это показывает вот этот вот эксперимент, где батарея нагрелась с 20 до 42 градусов. Что неприемлемо совершенно для обычного квадрокоптера. Нет. Тогда смысл тряпочку эту лепить вообще нет смысла? Нет, при холоде. Есть смысл, потому что при холоде, вот, это во-первых, он медленнее начал охлаждаться, чем во время полетов, это во-первых. И во-вторых, опять же повторюсь, тут воздух начал циркулироваться внутри самого квадрокоптера. И батарея вот во втором эксперименте, она нагрелась. Нет, но она же нагрелась в помещении. В помещении, да. Насчет холода спрашивается. Вот во время не холостой, он вообще летает с этой тряпочкой или не летает? Он летает. Кванториума. Вот, с каким вы его допускали? Минус там.
Минус 40, там уже было указано. Это вот про него вы говорите, да? Да. Понятно. А вы все время говорили пенофол, а у вас не пенофол. Нам не разрешили модифицировать. Но это уже не к нам вопросы, к сожалению. Можно. Вы рассматривали готовое решение уже обогрева батареи? Есть у этой же фирмы есть DJI Inspire 2. Вы рассматриваете модель? Вадик, подойди. Я не знаю. Расскажи про это. Ну, про это. Как там реализованы такие системы? Не понял. Вот есть фирма, DJI Inspire 2. Он даже летать до минус 20 градусов по факту. Конечно, может быть меньше. Вы рассматриваете, как там используется реализация обогрева батареи? Там батарея обогревается во время полета. Ну там-то он датчиками встроенно обогревается. А у нас тут... Да, но у нас тут, он же сказал, что... Вот, я говорю, мы рассматривали, но как бы это воспроизвести на него не удалось, потому что не было. А так рассматривали. А сам корпус-то рассматривали, как он при минусовых температурах будет себя вести. Ну, это мы уже планируем в дальнейшем, как перспектива этой работы, то есть изучение как раз свойств пластика, его износостойкости. Вот смотрите, до модификации, когда вы делаете вес сколько? Мы посчитали то, что вот данные модификации, которые мы смогли на данный момент применить, они не сильно изменили вес и, собственно, летные характеристики, что показало вот этот вот летное испытание. И вам надо было эксперимент проводить подняли, оставили стабилизацию. И при такой таких методах нам отбивающие помещения. Это с укреплением и без укрепления. Как бы у вас было. Ну это опять же это у нас дальнейшая перспектива, и мы можем это продолжить как исследование, продолжать исследование в этом направлении. Да, я согласен. Вопросов нет. Ограничимся. Спасибо. Уважаемые участники, по итогам первой части нашей защиты слово предоставляется Григорьеву Юрию Михайловичу, председателю экспертной комиссии. Уважаемые участники нашего конкурса, да, уважаемые слушатели, ну, мы все вместе вот посмотрели все эти проекты, ну, будем их оценивать. Вот. Ну, в ходе защиты прозвучали вот вопросы и прозвучали как раз именно проблемные моменты всех этих проектов. Вот они теперь кажется, вот ребята должны учесть эти все замечания, которые вот прозвучали в вопросах, даже пожелания были, буквально вот схему эксперимента там поменять, где-то подсказали. То есть вот это выступление вам должно быть, значит, идти на пользу только. Для улучшения ваших проектов. Ну, те проекты, которые идут на внедрение, ну, они как бы обязаны сопровождаться экономическими расчетами, ну, чтобы мы видели, да, в некоторых работах это есть, вот. Но они тоже имеют определенные как бы минусы. Они тоже прозвучали, поэтому вот экономика это на самом деле подъемные вещи, его можно полностью просчитать. Поэтому вот я бы посоветовал ну вот реально почитать все-таки вот эффект этих проектов, потому что там даже в проектах даже нет зарплаты, там, когда делается проект завода, там персонал вроде есть, они бесплатно работают.
себестоимость там немножко вот, другая и прочее. Такие простые вещи надо учитывать, стараться, да. Ну и любой проект, который имеет бизнес-направленность, он должен иметь какую-то вот, оценку вот, рынка сбыта своего. Вот. Если вы делаете вот, услугу даже, да, какую-то вот, этим же как квадрокоптером, этим утепленным, там тоже есть рынок сбыта, потребность вот этих квадрокоптерах, которые могут летать при минусовых температурах. Вот. Ну, это тоже, в принципе, можно посчитать. Если мы будем использовать утепленный квадрокоптер, который будет летать до минус 40 градусов, значит, его могут использовать те же спасатели, значит, там, для контроля там, значит, там, газопроводов и прочих. Вот. Везде есть экономика. Поэтому вот экономическую часть надо особенно усиливать, потому что она подъемная. Технически, может быть, проекты могут быть и как бы трудноосуществимые на самом деле. Вот тут возникал вопрос, как нагреть до минус 150 градусов этот резину, да. Вопрос тяжелый на самом деле, очень трудный, но ребята говорят, есть фирма, которая это делает. То есть они делали какой-то поиск, это хорошо. В общем, я пожелаю всем успехов и свои проекты, значит, развивать. Вот. Спасибо. Благодарим наших экспертов, и от имени оргкомитета мы вручаем вам благодарственные письма. Благодарственное письмо вручается председателю экспертной комиссии Григорьеву Юрию Михайловичу. Аплодисменты, ребята. Благодарственное письмо вручается Матвееву Андрею Иннокентьевичу. Благодарственное письмо вручается Петровой Павлине Николаевне. Вручается Николаевой Наталье Васильевне. Протодьяконовой Татьяне Гавриловне. Винокуровой Александре Евгеньевне. Иванову Гаврилу Юрьевичу. Бруненко Дмитрию Александровичу. Афанасьеву Ивану Александровичу. Косукаеву Антону Александровичу. Платонову Андрею Алексеевичу. Скоростову Михаилу Михайловичу. Большое вам спасибо за работу. Приглашайтесь на кофе-брейк. Михаил Михайлович, Михаил Михайлович. Бланки, пожалуйста.